Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, добрый день. Какова текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется наличием 130 новых случаев коронавирусной инфекции по данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. 50 случаев зарегистрировано в городе Якутске, в Алданском районе 13 случаев, в Мерлинском районе 10, а в Амбинском случаев 7, в Нерюнгринском районе 6 случаев. Из этих районов необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Амбинском районе, для которого была характерна достаточно стабильная ситуация в течение достаточно длительного времени. При этом наличие вот этих вот групп заболеваний, которые в Амбинском районе у нас сегодня в виде 7 случаев сами по себе появились, опять же, оно связано с нашими празднованием новогодних праздников и, соответственно, семейными и корпоративными контактами как таковым. В 18 районах республики у нас зарегистрировано от 1 до 5 случаев. И, к сожалению, необходимо обратить внимание, что ряд случаев зарегистрирован в том числе в Ивино-Бытантайском районе, который до этого являлся районом, не представляющим, в общем-то, такой вот какой-то определенной опасности, именно с точки зрения распространения вируса. За сутки также проводится у нас исследование посредством метода ПЦР и проведено 1934 исследования на ковид. Мы все знаем, что с прошлой недели мы начали проведение вакцинирования населения на территории Республики Саха-Якутия. Есть приоритетные группы, которые подлежат вакцинированию. Это прежде всего граждане, которые работают непосредственно с населением и имеют достаточно близкий контакт. Все остальные граждане также вправе, непосредственно обращаясь в поликлиникам по месту жительства, записаться на вакцинирование и это вакцинирование пройти. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вакцинирование, так же как и все мероприятия, которые проводились у нас в течение, практически уже скоро будет года, всегда проводятся по разного рода методикам и, соответственно, они достаточно часто изменяются. Я хочу обратить внимание на то, что на настоящий момент противопоказаниями для проведения вакцинирования и вообще для вакцинации является лишь только состояние беременности или состояние беременности у женщин, или если женщины являются кормящими мамами, и, соответственно, либо же наличие аллергии на тот или иной компонент. Но я прошу самостоятельно не определять, подлежит ли вам вакцина именно с точки зрения медицинских позиций. Это определит врач при осмотре, если подобного рода желание вакцинироваться у вас появится. Поликлиники к этому готовы. Также я хочу обратить внимание, что никаких дополнительных анализов ни методом ИФА, ни методом ИХА перед проведением непосредственно вакцинирования не требуется. И кроме того, вчера еще раз, на соответствующем совещании с регионами министр здравоохранения Российской Федерации подтвердил возможность вакцинирования вакциной, которая поступила во все регионы, в том числе и в Республику Саха-Якутия, лиц старше 60 лет. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом о текущей эпидобстановке в регионе. Далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главных темах. 2021 год ознаменуется началом крупнейшей стройки Якутии. Глава региона ответил на вопросы блогеров о Ленском мосте. Сегодня в России отмечают День печати. В столице республики его традиционно отметили награждением журналистов. В регионе стартовал чемпионат по стрельбе из лука. По итогам состязаний сформируют сборную, которая будет защищать